3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в разрушенной Первой Бесланской школе прошли траурные мероприятия. Они начались ранним утром с божественной литургии, провел ее архиепископ Владикавказский Аланский Засима. Затем в абсолютной тишине прозвучало стихотворение Шамиля Джикаева, посвященное жертвам теракта. Ровно в 13:05 во дворе школы раздались 2 удара колокола. Именно в эти минуты ровно 10 лет назад прогремели 2 взрыва, после которых начался штурм здания. А затем минута молчания в память обо всех погибших и 334 шара, которые выпускают в небо бесланские школьники. Руслан Салказанов сумел выжить в той страшной трагедии. Ему тогда было всего 6 лет. Он пошел в 1 класс. Среди заложников оказались его мама, бабушка и младшая сестра. Вместе с ним из горящего спортзала смогла выбраться только бабушка. С мамой были отдельные, сестра с бабушкой отдельно. Уже плохо помнится все. То есть все-таки со временем воспоминания не тускнеют? Да. А хочется забывать или все-таки лучше помнить? Нет, хочется забывать. Трехдневную вахту памяти по погибшим в Беслане отслужили на мемориальном комплексе «Город ангелов». 6 ровных рядов с одинаковыми надгробиями. Здесь покоятся жертвы трагедии 2004 года. В эти сентябрьские траурные дни не только Северная Осетия, но и весь мир вспоминает жертв теракта в школе номер 1. За несколько дней мирный Беслан превратился в холодный город ангелов. Здесь всегда многолюдно, но 1, 2 и 3 сентября у надгробий не утихает плач матерей. Под удар колокола в небо вновь выпущены 334 белых воздушных шара. Почтить память погибших в Беслан приехали около 10 тысяч человек. К древу скорби люди несли живые цветы и воду, которой так не хватало заложникам в школе. Уже 10-й год люди оплакивают тех, кто не выжил в те страшные дни. Беслан – это трагедия осетин, но это всечеловеческая проблема. И как и многое другое. Как и в Израиле, как в Украине, как в Иране, в Ираке, везде, где сейчас гибнут люди, дети. И мне кажется, что мир находится сейчас в таком состоянии безумия, зла, что любой голос, пусть иногда кажется, что не докричаться, как говорил Высоцкий, не доораться, не докричаться, но тем не менее под лежачий камень вода не течет. Российско-грузинская граница работает по новому расписанию. Сегодня власти России и Грузии подписали соглашение о том, что пункты пропуска Дарьял временно будут работать с 6 утра до 7 вечера. Такой режим будет действовать до особого распоряжения. Ограничение для проезда транспорта связано с возможной угрозой повторного схода селя. Напомним, 20 августа в километре от КПП Дарьял сошел сель. Он перекрыл военно-грузинскую дорогу. Из-за стихийного бедствия погибли 2 человека. На расчистку обвала сотрудникам чрезвычайного ведомства МЧС потребовалось 10 дней. Из-за нового режима работы пропускного пункта на границе образовалась пробка и многочасовые очереди. Пограничники предпринимают все меры для того, чтобы ускорить пропуск транспортных средств. Все линии паспортного контроля открыты. Транспортные средства, как вы видите, на выезд из Российской Федерации в очереди сейчас не стоят, ввиду того, что предприняты были все необходимые меры для того, чтобы ускорить пропуск транспортных средств. На въезд в Российскую Федерацию очередь небольшая имеется. Обусловлено тем, что конец лета, начало осени, как обычно, кончается сезон отпусков, и люди возвращаются с отдыха к местам своего проживания, с местам работы, соответственно.